Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Вчера состоялся бой между Камалу Усман и Хамзатом Чимаевым. На мой взгляд, Чимаев проиграл этот бой по очкам, правда. Но бой был куплен еще вероятно, по другим причинам. Дело в том, что Чимаев высказался на политическую тему. На английском языке он сказал, что христиане, мусульмане и иудеи должны жить в мире, что он не хочет, чтобы гибли дети. Никто не хочет, чтобы гибли дети, мы все призываем к миру. И затем на чеченском языке он сказал ровно противоположное. Хамзат Чимаев заявил, что он ждет разрешения от Рамзана Кадырова, чтобы поехать в Палестину, и он готов умереть за палестинцев, и что не хочет больше в трусах бегать по рингу, и что типа ему это не нравится. Хотя на английском языке он сказал совсем другое. И здесь речь, конечно, идет о двойных стандартах, о том, что человек говорит одной публике, другой публике. Но дело в том, что у Хамзата Чимаева, у самого родина оккупирована. Дело в том, что его сограждан уничтожили русские террористы 300 тысяч за последние две войны. А так вообще за всю историю миллионы чеченцев уничтожили русские оккупанты. Хамзат Чимаев, как пособник русских террористов, не говорит об этом, не призывает к ответу всех убийц, не призывает к деоккупации нашей страны. Он собирается поехать и умереть за Палестину. Я абсолютно уверен, что он не хочет умирать за Палестину, потому что ему нужны деньги. Он зарабатывает деньги, ему плевать, что там происходит и с чеченцами, и с палестинцами, и со всеми остальными. Но в этом случае, а мы об этой пропаганде, которую ведет Россия, уже говорим давно, и сейчас она уже набирает обороты, уже поднялась на такой уровень, уже на более высокий уровень, где привлекаются такие медийные фигуры, как Чимаев, который уже засветился везде. Чимаев выступил в роли того козла-провокатора, который ведет баранов на убой. Чимаев, Хамзат, ты сам не поедешь в Палестину. А если бы ты поехал бы, тебе не нужно было с ринга под камеры обращаться к Кадырову. Ты мог бы собраться, поехать или попросить его лично вооружить тебя и поехать туда. Но нет, тебе нужно было это сказать со сцены. Тебе сказали это сказать, ты это сказал. А сказал ты для того, чтобы отправить чеченцев, молодых чеченцев, которые смотрели тебя, поддерживали тебя. Ты фактически тех, кто тебе доверял, фактически кто шел за тобой, как тот козел-провокатор, который на бойню ведет баранов, как я уже сказал. Точно так же доверившихся тебе людей ты фактически подставляешь под эту войну. Ты не только сам не пойдешь туда воевать, ты не перечислишь все свои деньги, которые ты заработал на этом бое. Ты не только предлагаешь и защищать женщин, детей Палестины, ты предлагаешь стать чеченцем соучастниками того нечеловеческого, просто зверского поступка, который совершила российско-иранская ЧВК «Хамас», заскочив на территорию Израиля и убив более 1000 людей, безоружных, мирных, женщин, стариков, захватила много людей в плен, детей и так далее. Ты предлагаешь стать нам соучастниками вот этого жестокого акта, одобрив Хамас, одобрив вот эту провокацию. Израильтяне и арабы жили бы в мире и уже практически потихонечку договаривались, если бы не Путин и Патрушев и ФСБ, хозяин твоего Кадырова, который хочет отвлечь внимание от Украины, США, Америки, Запада и разжечь мировой пожар войны, чтобы расправиться с Украиной, чтобы им было легче. Ты помогаешь, ты участвуешь в этой глобальной большой игре. Хотя ты маленький винтик, но ты вчера себя показал. Очень жаль, конечно, что есть такие люди среди нас, и у вас гладиаторов не зря взращивали. Для этого вас и взращивали, чтобы вот в этот момент вы использовали тех людей, которые вам доверяют, которые вами восхищаются, за вами смотрят.
Ведь Кадырова не поддерживает чеченская молодежь, а вот тебя поддерживали, несмотря на то, что ты с ним общаешься, хотя надеялись, что ты общаешься и как бы делаешь карьеру там и так далее, и так далее. Ну, якобы безвыходное у тебя положение. Хотя нет, ты мог жить на Западе, за границей и спокойно тренироваться. Но ты предпочел предать свой народ. Да, это предательство, Хамзат. Это откровенное, просто не просто пассивное предательство, это активное участие в пропаганде и антинародном деянии. За это придется отвечать по закону Чеченской Республики Ичкерия, Хамзат. Всем придется отвечать. Дал мула, массан бихам хирбу, одинен чуатса хила имат дина, тига хирбу шуна, массана бихам, шей ахч дахкаш, пока шей каюлчер дахкаш. Ну, всего самого хорошего, друзья. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку.